Ну, говорят, это с поля пошел огонь. Там поле кто-то поджег, траву сухую. Так, 7 мая в садовом обществе Кама Тукаевского района возник большой пожар. Огонь охватил площадь в почти 1000 квадратных метров. Сгорели 26 строений. По счастливой случайности никто из людей не пострадал. Этот пожар сегодня детально разбирали на заседании комиссии. По горячим следам было выяснено, что огонь на территорию садового общества перешел из открытой местности по сухой траве, который распространялся в течение часа. В данной ситуации прослеживается явная недоработка руководства садового общества. Руководство Тукаевского района попросили объяснить, какие были приняты меры профилактики и сделаны ли выводы после ЧП. Тот пожар, который вы озвучили, все знаем, это уже произошло с территории агрофирмы Камы. Мы по ним составили протокол. У нас созданы профилактические группы. Мы помимо этих групп еще создали в каждом населенном пункте список добровольцев, старосты, которые уже обходим территории, уже объезжаем. С начала года в республике произошло более 2000 пожаров, в которых погибли 90 человек. Это на 80% больше, чем в прошлом году. По итогам рейдов надзорных органов выявили более 700 нарушений, выдано свыше 400 предостережений. Отмечается основное количество пожаров, а это 38% от общего количества, это горение сухой травы и мусора. Необходимо констатировать, что обстановка остается сложной. Существенного прорыва в вопросах защиты населения и территории от пожаров не достигнуто. Как подчеркнули, руководство районов должно строже следить за действующими правилами и активнее разъяснять населению, чем чревато их нарушение. Тукаевскому району и всем остальным это хорошо, что ваши сотрудники среди населения там и так далее работают. Ну вот пошел пожар. Там есть директор, там ответственные должностные лица. Ответственное должностное лицо, знаете, почему оно ответственное? Потому что в случае чего оно ответственность несет. Пригласите прокурора на эту комиссию, и пусть он нам объяснит, что если что-то случится, то ответственное должностное лицо пригласят для начала, потом опросят, а потом вменят уголовную статью и посадят. Это надо просто напоминать регулярно, что он не просто там на машине ездит, зарплату повышенную получает как начальник, а именно ответственность несет за веренный ему коллектив, за действия этого коллектива, а не только за свои личные. Что там не просто стрелочники, которые что-то не досмотрели, а есть обязанность людей контролировать за ними. Активные позиции ждут и от самих жителей. В МЧС призвали создавать добровольные пожарные дружины. Буквально 2-3 года назад траву, мусор в сельской местности практически мы не выезжали, тушили добровольцы. Я прошу еще раз каждый в районе провести работу именно с руководителем, который отвечает за содержание добровольной пожарной охраны. Без них мы вопросы безопасности сельской местности не решим. Также сегодня решили продлить до 26 мая особый противопожарный режим. Он действовал до 15 числа. В этот период нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Я думаю, надо продлевать, потому что, деваться-то некуда вообще. Также из-за аномально жаркой погоды в республике на 21 день ограничат посещение лесов и въезд в них транспорта. Сегодня лесные дороги уже начали перекрывать шлагбаумами и устанавливать разъяснительные стенды. Чтобы они до начала дождливой погоды не ходили в лесу, особо не гуляли. Потому что если человек уж заходит, он может быть и костер разжечь. Также на ближайшие 3 недели для дежурства будут развернуты резервные средства пожаротушения. Все силы приведены в полную готовность. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.